Здравствуйте, Эльза Михайловна, с вами снова Лейла. Так, попросили меня с утра, на завтрак приготовить пирожки с творогом. И мы вместе с вами будем готовить пирожки, пить чай. И день начался, как говорится. Так, тесто у меня было уже в холодильнике, творог тоже готовый у меня в холодильнике. Для меня и для мамы я буду варить вермишель, рожки вернее, в молоке. И хочу сделать какао на утро. Ну, начнем. Так, тесто у меня есть на канале. Я не буду говорить вам, как я его готовлю. Оставлю ссылку просто. Сейчас по-быстрому сделаю пирожки. И собираюсь сегодня я, друзья, делать забой, как говорится. Резать уток, гусей. Точно не знаю сколько, но сколько получится. Молоко у меня закипело, почти это закипело, то закипело, я рожки закинула, вот петушок мой с утра, только и делает, что кукарекает. Так, какао у меня оказалось мало, ну, наверное, хватит. Что-то мне захотелось купить какао. Что хватит, ничего, нормально. Не надо, чтобы было больше, темнее, вернее. Так, может быть, вы удивитесь, почему на завтрак пирожки, прям, почему нельзя так, ну, легкое что-то приготовить. В принципе, по жизни, друзья, даже когда был жив мой муж, мы всегда делали плотные завтраки. Потому что у меня мужчины всегда работают на трудной работе. Муж мой был каменщиком, потом и сыновья, и каменщики, и мы занимались сельским хозяйством. Кто со мной давно знает, что мы сажали большие участки земли. И, по идее, мы просто очень много тратим энергию. И поэтому, если плотно не позавтракать, то, конечно, такую работу мы не сможем сделать. Я говорю и мы, потому что я тоже практически все время чем-то занята. Вот поэтому вот и пирожки. Так, пирожки на кефирном тесте, я как сказала, которые я делаю лепешки ингушские, войнахские, как хотите, можете называть. Ну, кавказские. У всех кавказцев у нас вот это одно и то же тесто. Лепешки, чудушки, хенгалыш, все делается на этом тесте. И оно у меня практически всегда в холодильнике. Если даже я сегодня, например, не буду готовить, но теста у меня нет в холодильнике, я его замешиваю и кладу в холодильник, потому что, уже повторюсь, много раз говорила, может быть, кому-то не понравится, но оно меня выручает. Процесс пошел жарки пирожков. Видите, они получаются пышненькие такие, сладенькие, вкусненькие. Я вот так вот леплю и сразу же жарю, чтобы долго не ждать. Не умею работать двумя этими вилками или двумя этими, только одной. Конечно, когда обычно я что-то делаю из муки, у меня очень много муки везде. С этим я не могу справиться. Не могу работать с тестом, если муки мало. Это, конечно, мой минус.
И вот, друзья, наш завтрак готов. Как видите, с пирожками я никакого салатика, ничего не стала готовить. У нас просто зимние заготовки мои. Икра кабачковая, помидоры в собственном соку любят мои мальчики. Ну, огурчики. Ну, короче, вот такой вот наш завтрак сегодняшний. Так мне захотелось сегодня приготовить. Но пока, когда я буду уже выкладывать влог, скорее всего, будет ужин. Но то же самое можно приготовить, друзья, и на ужин. Ну вот, друзья, мы позавтракали, посуду убрала. Разбирать пока не буду. Пойдем сейчас ловить гусей. Потом, по ходу, вам покажу. Ну и вот, пока я готовила завтрак, пока убиралась, Ибрагим выпустил у меня уже, видите, гусей и уток. Они уже поели, наелись, уже собираются идти к соседям. Ой, ну придется теперь загонять и ловить. Ну, я не знаю, сколько я сейчас. Я боюсь, что вдруг кто-то приедет или что-то, потому что постоянно у меня кто-то приходит, гости приходят, приезжают. Много зарезать побоюсь. Но мне нужно было бы действительно сделать такую хороший забой, чтобы раз и вот штук 10 за раз. Но вряд ли. Я сейчас хочу зарезать двух гусей и, наверное, 4 уточки я зарежу. Скорее всего. Там посмотрим, я вам покажу, что и как я буду делать. Так, пока они совсем не перешли к ним, позову Ибрагима, чтобы мы их... Я не знала, что он их выпустил, думала, они еще в загоне. Сейчас будем загонять. Так, у нас сегодня температура плюсовая. Вчера вчера было 6 градусов тепла. И вот сегодня тоже 8 градусов. Все уже в грязи, все выпачкано, все растаяло. Хотя вот все дни был хорошенький такой мороз. Но вот эти 2 дня все подтаяло. Без снега, но был мороз. И, друзья, у меня занеслась 1 гусыня, по-моему. Или 2, точно не могу сказать. Скорее всего, даже 2. Конечно, в это время было бы нежелательно. Я бы не хотела, чтобы они сейчас неслись. Ну вот, как-то так. Сейчас пойду загоню их. Так, вроде бы, ну, и не холодно, но какая-то вот непонятная погода. Ну, ничего, как говорится в песне, любая погода благодать. Я, может быть, раньше как-то еще и жаловалась на погоду. Но вот, чем стала старше, меня удовлетворяет любая погода. Лишь бы мы были здоровы. Пасмурно хорошо. Солнечно тоже хорошо. У каждой погоды можно искать все-таки что-то хорошее. Так, хоть помните, я еще жаловалась, что у меня все-таки серые гуси очень такие неудачные, медленно растут. Но все-таки, видите, они уже, я вижу, что становятся такими вот гусями. Просто их же мне привезли очень поздно. Им, по сути, еще 4 месяцев нет. Видимо, поэтому они маленькие. Просто с этими большими кажется, что и они должны так же расти. А это, видимо, еще и такая. Я просто не залезла, но залезу в Google или в YouTube куда-нибудь посмотрю, поздняя ли она птица, потому что некоторые птицы же растут попозже, например, арпингтоны, курочки такие, у меня вон одна, эти кахинхины, брамы, они же более поздние птицы, они нестись начинают позже и растут попозже. Может быть, и эти гуси, именно вот кубанские гуси, растут медленнее, чем, например, это же Линда или еще что-то. Но я не уверена, что у меня и Линда 100%, потому что они не очень-то такие большие. Или я не знаю, что и как. Ну, вот этим вот моим гусям одним 5 месяцев, одним, наверное, 6, может быть, по старшеньким по 6 месяцев. Одним 5, а этим вот маленьким 3. Не знаю, какими они должны быть. Ну, вот такие вот эти вот мужчины, как говорится, вроде бы так, покрупнее. Они побольше, а вот гусыни поменьше. Ну, вот так, сейчас быстро позвала Ибрагима, жду, пока он придет, чтобы их загнать. Позвонила ему. Будем резать. Будет, конечно, очень шумно. Вот выловили мы
6 уточек и 4 гуся. Хочу их зарезать. Не знаю, что будет, но посмотрим. Так вроде бы ловила, отпускала, которых пожирнее. Но 2 уточки вообще худенькие. А 2 селезня очень худых, но я их все равно зарежу, потому что не резон их держать. И, дорогие мои, вот я все-таки закончила свою работу. Сказать, что я устала, это ничего не сказать. Пальцы прям болят, страшно, прикоснуться не могу. Зарезала так, это у меня потрошки и жир. Вот помою их. Видите, вот такой вот жир. Надо помыть, поработать с ним еще. Ну, покажу вам гусей. Видите, сломал Ибрагим мне крыло. Я их еще нехорошо прочистила. Мне с ними еще работать и работать. Просто хочу вам показать. А тут уже я сбраковала слишком горячую воду, наверное, видите. Но ничего, все равно их есть дома. Вот такие вот 4 гуся. Блин, действительно, вот еще второй сломал. Второе крыло сломал. А тушка, видите, хорошая была, можно было даже продать. Так, и уточки у меня, друзья. Вот, видите, 6 уточек зарезала. Ну, уточки не очень важные, если честно. Видите, некоторые вообще худенькие. Это, правда, хорошая уточка. Ой, устала жутко. А еще с ними, наверное, часа 2 работы. Тоже, вот, видите, уточка. Ну, неплохая. Но они были намного лучше, когда я резала в тот раз. Не знаю, или из-за того, что они несутся. Они все занеслись. Они такие неважные. Так, я у некоторых поотрывала лапки, поотрезала лапки, ой, лапки не отрезала. Так, и это так вообще страшилка. Она у нас была такая хромая уточка. Не знаю, почему-то была худенькая. На ножке там что-то было. Так, короче, друзья, вот. Ну и вот, друзья, вот мой сегодняшний объем работы. И работы у меня еще много. Надо это все еще довести до ума. Видите, тоже хорошенький гусь. Но они должны были быть по ходу даже и получше. Не знаю, почему они такие не очень. Но жирные. Жира я достала отсюда много. Буду перетапливать. Но сначала я все подкоплю. Сейчас просто его помою. А когда уже всех гусей зарежу, все вместе перетоплю. Мне надо его снохе своей дать. Еще одной женщине я обещала. И для себя. Так, ну вот. На этом, наверное, сегодняшний влог я закончу, друзья. Потому что тут еще очень много работы. А у нас уже 5 часов вечера. Пока я это все смонтирую и запущу, уже будет очень поздно. Интернет, как вы знаете, у нас не очень-то важный. Ну вот и все на этом. Как-то так. У меня сегодняшний день. Еще и надо ужин готовить. Работы много.